Министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова в аэропорту Грозного встречают представитель правительства Абубакар Эдельгериев, его заместитель Хасан Хакимов и министр промышленности и энергетики Галас Таймасханов. Поприветствовав гостей, делегация сразу направилась в одно из ведущих предприятий по производству высококачественной и конкурентоспособной электротехнической продукции – завод «Электропульт Грозный». У нас есть предприятия, которые способны работать, которые способны выпускать продукцию и которым сейчас необходимы заказы. То есть они видят, что мы можем делать, а самая проблема сейчас, что отсутствие заказов, которые они сейчас наблюдают, и мы видим, что даже былые заказы сейчас пошли на спад. И учитывая импортозамещение, мы сейчас провели экскурсию, они убедились, что продукция, которую мы выпускаем, она конкурентная, и мы можем ее производить в тех объемах, которые позволяют данной мощности. Поэтому визит очень важный, и когда идут субсидии с господдержки, им тоже важно, чтобы было понимание, что господдержка идет в конкретное предприятие, которое работает, которое выпускает продукцию. Сначала они ознакомились с производственно-технической базой предприятия. Чеченские коллеги провели небольшую экскурсию по цеху. Мантурову показали выставку готовой продукции, изготовляемой в республике. Это швейные изделия, сельскохозяйственный и медицинский инвентарь, различные электроприборы, строительные материалы. Сегодня, собственно, вот эти предприятия, в которые вложены были средства по созданию мощностей, начинают выходить уже на заданные производственные объемы. И поэтому главная задача сейчас и руководство Чеченской Республики, Министерство промышленности Чеченской Республики, правительства и наших региональных органов исполнительной власти, включая заказчиков, обеспечить сбыт той продукции, которая будет здесь производиться. Вот сегодня в первую очередь нужно обеспечить поддержку именно в этой части. То есть то, что уже мощности созданы, они должны окупаться, должны работать. Поэтому мы будем стараться оказывать всяческую поддержку. Уже позже гости направились в дилерский центр «Чечен-Авто» в Аргун. Сюда также прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Их встретил министр промышленности региона и президент «АвтоВАЗа» Бон Андерсон. В прошлый раз глава отечественного автопрома был в республике как раз на открытии этого центра. Всего за год здесь проделана огромная работа. Реализовано около 800 машин, 80% из которых местной сборки. И сегодня здесь презентовали новую модель «Лады» – «Веста». Рамзан Кадыров лично опробовал машину. В массовую продажу новая «Лада» поступит только в конце ноября, хотя сборка начата уже 25 сентября. Улучшенные характеристики «Веста» и хороший дизайн автомобиля уже собрали немало желающих приобрести автомобиль высокого качества. Более подробно о новой модели и о работе «АвтоВАЗа» собравшимся рассказал Бо Андерсон. Важная вещь – то, что это европейское качество, европейский комфорт. Качество и надежность «Веста» одним из первых оценил Денис Мантуров и Рамзан Кадыров. Они лично протестировали автомобиль. Слушая радио Грозно, они совершили первую поездку в новом автомобиле. Это действительно европейский уровень. Да, просто сделали. Самое главное, если обратить внимание на иностранные марки, когда ты садишься, специфический такой запах, да? Нового автомобиля. Вот практически то же самое сейчас и здесь тоже. Следующим пунктом посещения стал завод «АвтоВАЗ». За 7 лет работы предприятие «Чечен-Авто» выпустило десятки тысяч машин. Полгода назад завод увеличил свою мощность до 600 автомобилей в месяц. В основном это «Лада Приора», которая уже к концу этого года может сойти с конвейера. То, что подставляется на СКФО, а когда здесь собирается на предприятии, у нас себестоимость снижается. За счет были вложены, да? Нам удалось привлечь стратегического партнера. Сегодня вот приложенных там в это предприятие 500 с чем-то миллионов, сегодня независимая оценка нам более порядка 3 миллиардов рублей оценивает это производство. В свою очередь президент «АвтоВАЗа» отметил необходимость развивать и максимально расширять производство. В рамках своего визита в республику Бо Андерс обсудит и детали дальнейшего сотрудничества с чеченскими коллегами. Мы очень благодарны вашей поддержке и поддержке господина Путина. If you take Lada Russia today, we have sold 217,000 cars. А если взять «Лада» в России, мы продали 217 тысяч автомобилей. And 40% of that was because of the government support. И 40% это было связано
связаны с поддержкой правительства. Cessna Auto for us is extremely important, Чечен Авто для нас это очень важно, and to cover the whole region. чтобы охватить весь регион. But we need a clear platform. Но нам нужна четкая платформа. Через год мы должны Yes. стартовать здесь Веста, а все, что нужно для этого, мы должны как раз иметь. Хороший менеджер, да. Есть, вот, который бизнесмен говорит, что есть 100 машин забирает. Лада Веста, уже 100 машин первый забирает. Да. Для начала посмотреть, да, видишь? Уже продаю я их машины. Да. Отлично. Спасибо. Вот. But what did you Так что, think? если сюда нужен будет менеджер, скажите. What did you think about the car, President Kadyrov? Господин Кадыров, что вы думаете о самом автомобиле? Очень хорошая машина. Но я за рулем не был, но рядом приятно было. И, если за рулем министр, посмотрим, сам сяду. So У we меня will. по ощущениям действительно очень комфортная машина. Не есть чем сравнить, потому что у меня сегодня есть Лада Электро, вот, на базе, соответственно, Гранта. Но это уже другого поколения совершенно автомобиля. So today we want you to pick the color you like, А сегодня мы бы хотели, чтобы вы выбрали цвет, который вам нравится. and we will deliver a car to your office. И мы автомобили доставим в ваш офис. Всего специалистами Центрального офиса АвтоВАЗа в Чеченскую Республику подготовлено 120 специалистов. На данный момент еще 40 человек проходят курсы повышения квалификации. Министр промышленности Чечни Галыстай Масханов отметил энтузиазм, с которым вникают в работу наши специалисты. Уже заключили определенные соглашения с нашими ПТУ. Они будут готовить там уже специалистов, уже они приходят готовые. Мы отправляем на АвтоВАЗ, на переподготовку отправляем. И по линии Минтруда тоже получается задействовать, на переобучение нам тоже помогает. То есть это получается современное технологическое такое предприятие. Мы нуждаемся в нем. И вокруг этого предприятия, естественно, образовывается вот этот целый курс предприятий. Вы же сами подчеркнули, мы же не только вот отдельное производство автомобилей, мы готовы задействовать до 15 предприятий в производстве автокомпонентов. И вот промышленность Чеченской Республики, она же должна вокруг чего-то складываться. После осмотра дилерского центра и завода гости и глава Чечни пообщались с журналистами и рассказали о своих впечатлениях от пребывания в чеченской столице. Я считаю, что перспектива развития предприятия в наращивании дополнительных компетенций, в частности, это сварка и покраска, чтобы сэкономить расходы на логистике и обеспечить увеличение объемов производства. Сегодня мощности позволяют производить 20 тысяч автомобилей по году. Если мы добавим сварку и покраску, то можем выйти в перспективе, когда рынок будет более, скажем так, восстановлен, то это до 50 тысяч автомобилей по году. Вот мы сегодня видели производство автофильтров. Мы хотим сейчас проработать с производителями и с автосборщиками России и других, не только российских марок, в том числе иностранных, чтобы использовали фильтры чеченского производства. Очень хорошее решение по рекуперации, соответственно, масла, чтобы обратно не попадало отработанное масло в двигатель. Это в определенном смысле ноу-хау, поэтому будем предлагать коллегам. Я люблю сам быть всегда за рулем, но сегодня получилось, я был рядом, и я получил массу эмоций, потому что рядом за рулем министр, новая машина, сзади едет еще один министр за рулем, Лев Владимирович. Очень приятно было. Я скажу, что вот я думаю сейчас сегодня лучше, чем какие-то Тойоты, нам лучше свой российский, чисто российский автомобиль. Поэтому мы планируем пересесть на российскую. Да, и все наши структуры, министерства, ведомства, я буду ходатайствовать, чтобы они закупали только у Лада Веста. И первый клиент у нас был уже
Он говорит, что мы закупаем 100 автомашин лучших в России. И я думаю, что и так и будет продолжаться. Ну, для нас в целом сейчас, для Кавказа, вызов формирования промышленной политики. И мне приятно, что вот одна из ниш, которая долго здесь зарождалась, но самое главное, были те, кто верил в это, сегодня нашла свое логическое продолжение. Поэтому будем в том числе за счет наших программы развития Северо-Кавказского федерального округа предлагать такие проекты. И самое главное, именно как было сказано Денисом Валентиновичем, не в прямую технологию, а именно вокруг процессов комплектующих. Потому что локализация — это есть, наверное, то, что сегодня открыто, и мы можем воспользоваться. Не создавать внутреннюю конкуренцию на той площадке, которая уже и так тесна для многих, а именно замещать то, что сегодня еще возможно. И самое главное, под это есть мощности и трудовые коллективы. Уже на обратном пути за руль «Лады Веста» сел глава региона. По дороге в столицу Рамзан Кадыров успел оценить, насколько комфортна езда в отечественной машине. Так, приятная машина. Уже в Грозном глава Чечни показал гостям макет высотного здания Ахмад Тауэр. Башня станет наиболее сложным инженерно-техническим сооружением в мире, так как республика находится в 10-бальной сейсмической зоне. 400 сот метров. Сооружение должно войти в пятерку высочайших зданий страны. Самый интересный проект у нас. Это там все будет, просто там гостиница, офисы, гостиница, квартиры, там все будет. Наверху будет музей Ахмад Хаджи на 170 тысяч квадратов, торгово-развлекательный центр. Глава Чечни показал гостям и предмет своей особой гордости – макет Международного учебного центра сил специального назначения, строительство которого ведется в Гудермесе. Он состоит более чем из 30 объектов, каждый из которых является точной копией воздушных, наземных транспортных средств. Комплекс включает в себя многоэтажные жилые и офисные здания, в которых проводятся учебные операции по освобождению условных заложников и нейтрализации террористов. Кадыров рассказал, что Чеченская республика уже принимает немало заявок от руководителей антитеррористических подразделений разных стран, желающих пройти подготовку и перенять наш опыт. Международный учебный центр специального назначения в Гудермесе. Это моя мечта. Одновременно там можно 1000 человек обучать. Большая территория, там все позволяют. И горная тематика, вода, все здесь есть. Парашютисты. Глава Чечни отметил, что, несмотря на кризис, стройплощадки в Чеченской республике заморожены не будут. Этот и многие другие проекты в регионе реализуются за счет инвесторов, которые готовы вкладывать в развитие республики. Асан Эльбукаев, Хамзат Аюбов, Луиза Юнусова, Адам Чекуев. Новости.